Кучера и Анастасия Заворотнюк. Оплатите, пожалуйста, весь прайс-лист. Чуть больше, чем за 20 тысяч евро своим присутствием могут порадовать Михаил Галустян, Павел Сергеевич Светлакову. В образе героев и спецкома «Наша Раша» Юрий Гайцев, Евгений Петросян, Александр Ревва. Пятерка ведущих из прожектора Тори Хилтон оценивается в 70 тысяч евро за полтора часа работы. То есть, если 3 часа работают, то сумма удваивается. Коллеги, давайте будем проще. За 1000 евро. Нет, за 1000 евро, я думаю, приобрести 3 костюма и ходить по домам. Ходить заработать по итогу хотя бы 10. Нет, хотя бы 6 будет. Я буду Дедом Морозом, а вы будете 2 снегурками? Можно и так, можно. Ну, в общем, основной доход тебе, любимов, и поделен и часть там мальца, которые останутся на 2 снегурок, да? Хорошо, хватит делить гонорары. времени можно сюда неубитого медведя шкурку так сейчас быстренько разорвали на 3. Давайте дальше. На юге Англии музыкант Ронни Вуд, известный как гитарист группы Rolling Stones, был арестован по подозрению в нападении. Вуда арестовали за нападение на сожительницу россиянку Екатерину Иванову. Об этом сообщила полиция английского графства. А в настоящее время музыкант выпущен под залог под обязательство явиться в суд в январе 2010-го для дальнейших разбирательств. Он же вроде бросится собирался. Ну, надо сказать, что роман гитариста Rolling Stones и 20-летней Екатерины Ивановой, ранее работавшей официанткой в лондонском клубе, продолжается уже более года. Вуд в 2008 признался в супружеской измене, развелся со своей бывшей женой. Ну да, вот пытался он вроде как расстаться и с Ивановой тоже. Ну, судя по всему, это не так просто. Да, ну как-то, да, бьет, значит, любит. Ну, может быть, это такая русская поговорка, но тем не менее, что-то Екатерина Иванова не очень к этому порадовалась. Я не знаю, порадуется ли Бейонсе Ноулс всем своим наградам и премиям, которые ей грозят. Звезда стиля R&B Бейонсе Ноулс может стать триумфатором 52-й премии Грэмми. Бывшая солистка Destiny's Child претендует на награды аж в 10 номинациях сразу.